Стая косуль. Я что-то увидел. Я начал спать на пьянче. Справа. Тападарикын. Ну вот, ребята, с полем. Ребята, всем привет! Сегодня у нас будет ночная охота на косулю. Сегодня мы выехали на природу. В прошлый раз мы сделали тут разведку. Тут следы косуль были. Сегодня мы будем охотиться с помощью тепловизора фирмы Infrared. У нас есть оптический прицел 19В и есть поисковик, монокуляр, модель AL-25. Я делал обзор на эти устройства. Долгожданный обзор на вот такие устройства. Если хотите, посмотрите на канале. Почему я вот эту штуку замотал? Вот это у меня стоит, получается, Powerbank. Powerbank подключил напрямую к прибору, потому что прибор работает с помощью маленьких батареек. Вот таких, которые они у меня сели. И в моей деревне вот такие батарейки не продаются. Поэтому я не успел закупиться вот такой батареей. Вышел из ситуации с помощью вот такой приблуды. Powerbank, подключенный к устройству. И она отлично работает. В принципе, с такой компоновкой ходить по лесу не очень. Но что поделаешь. Сегодня температура где-то минус 4, наверное. Тепло. Так, сейчас мы пойдем по дороге. Если увидим свежие следы, будем тропить. Тропить будем. Периодически мы будем смотреть с помощью вот этого прибора. У меня, как вы знаете, Сайга в калибре 223. Я зарядил хпшные патроны 4-граммовые. Я давно люблю вот эти патроны хпшные, потому что они летят наиболее кучно. Ну, я так думаю. Будем смотреть с помощью вот этого монокуляра. Он очень хорошо показывает. Это топовая модель AL-25. У него очень широкий угол, есть зум, показывает очень хорошо. В прошлом году я показывал вам прибор T2 Pro, маленькое устройство, которое подключается к сотовому телефону. И вот это устройство намного лучше показывает, чем вот то устройство. И носить тоже удобно. В карман, если надо, посмотрел и пошел. Показывает очень далеко. По паспорту 1200 где-то, да, было. Но издалека он очень хорошо показывает. Лучше, чем вот это маленькое устройство T2 Pro. Но цена, соответственно, дороже, чем маленькое устройство. Давайте пойдем. Вот следы. Смотри. Сегодня, буквально 5 минут назад, пошел очень густой снег. Такой пухляк. Вот свежие следы косуль. Тут не одна косуля. А? А?
То? Мгм. Вот тоже есть следы. Вот следы. Есть и свежие, и старые следы. Мы идем по следу. Стая Стая туртасов. Стая косуль. Очень много следов. Вот места, где они кормились. Завтра. Назад я. Ну, совсем недавно вот снег только покрыл. Вот там тоже. Вон, смотри. Вон, смотри, под елкой. Там тоже копали. Бля, направо. Я что-то увидел. Впереди где-то 50-60 метров. Несколько штук промелькнуло по дороге. Сейчас мы подкрадемся. Они ушли вправо. Там было несколько штук косуль. Вот ты говори. Хайт. Слева. Да, ну чого спатрона в п'янці, Дмитрий? Справа.
Плавно иди. Bu turadılar. Üçler. Bahçe panar karar. Подарок. Ханна это. 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 А? Хатар. Кора хатар бит тудек. Кора юр. Ну вот, ребята, с полем добыли хорошую косулю. Использовали тепловизор фирмы Ирей. До этого вы видели обзор на вот этот прицел. И как вы видите, очень хорошо работает. У меня калибр 2,23. Мы пристреливали на 100 метров. Стреляли в косуль с близкого расстояния, где-то 20-25 метров. И очень хорошо было видно на прицеле, вы тоже это видели. Имеется видеозапись, все мы записывали и добыли вот такой хороший трофей. Очень-очень долго мы шли за ним, очень долго тропили, устали, но результат нас очень порадовал. Сейчас нам надо освежевать и тащить его домой. Сразу заполняем лицензию. У меня есть лицензия на добычу косули без подразделения по полу. Сегодня 22 октября, и мы удачно завершили охоту. Ручка была в кармане. Но сегодня на улице тепло. Так, 22.10.2023 год. Лицензию после добычи надо отдать в течение 10 дней. То есть не позднее 10 дней. Ну все, ребята. Вот такая у нас получилась хорошая охота. Я впервые в жизни добыл косулю самостоятельно. Приехал в районный отдел экологии, чтобы сдать лицензию. После добычи мы сразу заполнили сведения о добыче.
Далее мы оторвали талончик, там где написано было добыча. Если добыча тут отрывается, если ранение вот тут отрывается. Далее написали вид животного косуля. У нас была самка, самец вычеркнули. Вес не знаю, возраст тоже неизвестно, поэтому не написал. А так, по правилу вот лицензии надо сдавать в течение 10 дней. Вот тут все правила тут прописаны. То есть иногда бывает, что люди отрывают вот эти талончики, ну, для транспортировки и туда-сюда. Ну, типа оторвали талончик и с собой берут лицензию в карман, типа они все еще охотятся. Если даже вот один талончик будет оторван, лицензия считается уже использованной. Так что заполнить потом, это как бы уже нарушением будет. Сейчас мы сдадим лицензию. У меня осталась еще одна лицензия на косулю. Так что, ребята, у нас все еще впереди. Срок еще большой, до 10 января. Так что я думаю, контент еще будет. Всем пока.